Последние события на Украине до боли напоминают историю про обманутую невесту и коварного родственника. Престарелая, но похотливая невеста Европа уже мысленно ласкала своего очередного избранника Украину во время первой брачной ночи после подписания договора о евроинтеграции и даже надела свой парадный бюстгальтер. Ее опекун-аферист Вашингтон уже считает доходы, которые планирует получить с наивного жениха. Но Киев, прикинув перспективы сожительства, сделал другой выбор. Как вы думаете, что остается делать оскорбленной в лучших чувствах невесте Европе и ее американскому опекуну? Конечно, мстить. Причем мстить не просто так, а с применением всех подлых приемов, отработанных ими с предыдущими партнерами. События на Украине сегодня одна из центральных новостей средств массовой информации по всему миру. Еще месяц назад, если бы кто-то сказал обычному киевлянину, что у него под окнами будут стоять баррикады и загораться коктейли Молотова, он бы просто рассмеялся. Даже в годы так называемой «оранжевой революции» было гораздо спокойнее. Оппозиционные силы не пользуются в большей части Украины популярностью и элементарно не смогли бы вывести на улицы столько людей, как это показывают СМИ. Что же произошло на самом деле? Дело в Вильнюсском саммите, на котором официальный Киев отказался от подписания заведомо гибельной для украинской экономики ассоциации с ЕС. По мнению мировых СМИ, это была не просто безоговорочная победа России, но и унижение Запада. И если английские дипломаты тайком вздохнули с облегчением, а немецкие просто демонстрировали сдержанность, то Прибалтика и Скандинавия, европейские друзья Вашингтона, просто не могли найти себе места от бешенства. Президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе позволила себе совсем не дипломатичное высказывание, а именно: «Сегодня украинское руководство выбрало путь в никуда». Откуда такие нервы? Буквально за несколько месяцев евроатлантическое сообщество понесло несколько сокрушительных геополитических поражений. Сначала ситуация с Эдвардом Сноуденом, потом Сирия, а затем переговоры по Ирану, которые должны позволить Москве убить 3 зайцев сразу, показать себя мировым лидером, получить возможность разрабатывать иранские углеводороды и доказать бессмысленность размещения в Европе американских ПРО. Вильнюсский саммит был задуман как реванш. Подписание ассоциации Украины с ЕС позволило бы разорвать традиционные экономические связи Москвы с Киевом, а сам Киев толкнуть впоследствии к вступлению в НАТО. Реванш сорвался. Но на этот случай был заготовлен план «Б». Представители украинских прозападных оппозиционных сил стали массово вербовать жителей Киева и Львова для участия в акциях протеста и стычках с правоохранительными органами. В зависимости от того, какая именно партия или общественная организация вела вербовку, за день стояния на Майдане человеку предлагали от 15 до 25 долларов, плюс питание. За ночевку на площади тарифы посерьезнее – до 50 долларов. Причем ни в Киеве, ни тем более на русскоязычном Востоке достаточного количества желающих постоять за евроинтеграцию набрать не смогли. Проплаченных митингующих стали подвозить с Западной Украины, в первую очередь из Львова. В сети сейчас расходятся видео, на которых лидеры украинской оппозиции сами признают, что вывести людей на улицу за их идеи просто невозможно. Некоторое количество идейных отморозков есть только у неофашистской партии «Свобода» и примкнувших к ней ультраправых движений. Но их немного. Счет таких боевиков идет на сотни, максимум на тысячи. Для 45-миллионной Украины это ничто. В эти выходные их использовали только в самых горячих точках Киева, при захвате городской администрации и Дома профсоюзов, а также при попытке штурма администрации президента и уничтожения памятника Ленину. Учитывая то, что людей в центре Киева было относительно немного, а Майдан вообще выглядел полупустым, оппозиционеры запустили слух о том, что в акциях протеста принимает участие от 500 000 до 1 000 000 человек. На самом же деле примерно в 50 раз меньше. А чтобы хоть как-то заставить поверить в свой фейк, в соцсети и СМИ они запустили фото 5-летней давности с концерта на том же месте рок-группы Queen. Но этот обман был быстро раскрыт журналистами.
Вот только заигравшись с украинскими неофашистами и проплаченной пьяной массовкой, Запад не понимает, что пытается выпустить из бутылки того же джина, что и ровно 80 лет назад. Совпадения выглядят устрашающе. Тогда, проиграв по сути 7 выборов подряд и так и не сформировав большинство в парламенте, немецкие нацисты силой и интригами захватили власть в стране и получили чрезвычайные полномочия. В 1938 году в ходе Мюнхенского сговора страны Запада юридически оформили поддержку нацистов. Человечеству в итоге это стоило 70 миллионов жизней. Сегодня, по результатам прошлогодних выборов, у националистической оппозиции разного толка в украинском парламенте всего лишь 168 голосов из 450, примерно треть. Силы, ориентированные на сотрудничество с Россией, подряд выиграли президентские, местные и парламентские выборы. Отказ же Украины от подписания ассоциации может похоронить надежды неонацистов на власть раз и навсегда. Но они очень решительные. Лидер партии «Свобода» Олег Тягнебок еще недавно открыто призывал к убийству, цитируя его, «москалей и жидвы», герои-свободовольцев, нацистский каратель Роман Шукевич и бойцы дивизии СС Галичины. И сегодня они, подобно своим героям, носят форму и флаги с нацистской символикой и кидают нацистские зиги, выкрикивая «Слава Украине!». И при этом, судя по всему, они получают серьезную помощь извне. Содержание на Майдане даже 20 тысяч людей – это $1 миллион в сутки. И это не считая транспорта, связи, звукоусиливающей аппаратуры. У крупных украинских корпораций смысла поддерживать националистов нет, а личных денег того же Виталия Кличко и прочих лидеров европротеста на это явно бы не хватило. Тот же, по подсчетам немецких экспертов, имеет лишь около 15 миллионов евро. На то, кто финансирует европротест, прямо указывает то, к кому протестующие обращаются за помощью. На сайте администрации президента США размещены сразу 2 петиции, призывающие Вашингтон надавить на власти Украины, читай, не допустить дальнейшего сближения Киева с Москвой. Вот только за деньги, вложенные сегодня в протесты, США наверняка планируют спросить уже не с националистов, а со всего украинского народа, причем в 100-кратном размере, как они уже сделали это в Ираке и Ливии. То ли дело ночной ужас Олега Тягнебока «русские». Российский спецназ, кстати, вчера в очередной раз привиделся в Киеве националистическим параноикам. Но помогать Украине Москва собирается на самом деле определенно не спецназом. На Украине сейчас тяжелая ситуация, и там сейчас нужно заниматься развитием производства. Им требуется недорогой ресурс, чтобы запустить предприятие и продать произведенную продукцию. Думаю, что никто, кроме России, не сможет так быстро предоставить Украине нужные ресурсы и в таком объеме. Это заявил вице-премьер России Игорь Шувалов. Какое коварство! Теперь только остается смотреть, какие еще мерзости будет изобретать мстительная Европа со своими любовничками-нацистами из Незалежной и ее заокеанский опекун, больше похожий на сутенера.